Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. И сегодняшний выпуск мне помогает вести министр промышленности и геологии нашей республики Максим Терещенко. Вместе мы расскажем вам о том, где найти работу, какие вакансии и, наверное, важно, да, где в Якутии самые высокооплачиваемые позиции, на каких специалистов сегодня самый большой спрос. К нам подключатся представители компаний «Колмар», «Полиметалл» и «ЕТЭК». Максим Викторович, ваше министерство курирует ярмарку, которая сегодня началась. Ярмарка «Траектория карьеры», да. И расскажите, пожалуйста, сколько там вот вакансий сейчас примерно? Цифры постоянно у нас растут. Я уверен, что завтра наши потенциальные кандидаты смогут ознакомиться с более чем 3000 вакансий. У нас на сегодня мы приближаемся к этой цифре, но судя по динамике так и будет. Что это за направление, что за отрасли? Конечно, нефтегазовая сфера самая, наверное, сегодня и завтра будет востребованная. Это, конечно же, угольная отрасль, это, не могу не сказать, алмазодобывающая компания «Алроса». И, конечно, горнорудная, там порядка более 200 позиций. То есть вот они в совокупности, по несколько сотен каждая из них, я думаю, каждый желающий найдет свою позицию. А в каком формате проходит ярмарка? В современном, как и сегодня мы с вами выступаем, правда, на платформе Zoom, в формате вот, такого видеоселектора. И тон этому задал сегодня глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Я думаю, мы также продолжим завтра эффективно и интересно общаться. А в каких районах чаще всего требуются специалисты? Где у нас сегодня реализуются основные инвестиционные, крупнейшие промышленные проекты? Ну, это Мирный. Все правильно. Мерингри, конечно, Ленск. да. Причем, кстати, акцент бы сделал, да, Мирный. Это не только алмазодобыча, это сегодня и нефтегазодобыча. То есть крупнейшие компании нашей страны сегодня предложат там вакансии. Вы сказали о Нерюнгри, да, Нерюнгринский район, компания «Колмар», компания «Якутуголь», компания «Эльгуголь». Они сегодня реализуют крупнейшие в стране и даже в мире угольные проекты. И, кстати, тоже хотелось бы сделать акцент, что это не обязательно нужен только помощник машиниста экскаватора или, например, горнорабочий подземный или водитель, например, автобуса ПАЗ. Это могут быть самые разнообразные, даже медицинский работник, к примеру, это может быть инженер-строитель, это может быть экономист. То есть возьмем Алданский район, горная добыча, наши золоторудные предприятия, более 10 сегодня из них предлагают свои позиции. Мы можем взять Вилюйский район, мы можем взять компанию ЕТЭК, можем Ленский район привести. То есть где у нас сегодня проекты, которые гремят на всю страну, добро пожаловать нашим кандидатам. А где можно посмотреть полный список вакансий с условиями? Первая позиция, на которую стоит посмотреть, это центры занятости, наш Государственный комитет занятости населения. Обязательно. Сайт «Работа всем». Я, кстати, отмечу вот проект, который у нас начинает реализовываться уже очень успешно на «Вахту-14». И, конечно же, профильные сайты вот компаний, которые примут участие в нашей ярмарке. Мы анонсировали наш выпуск заранее, и к нам приходят уже вопросы на WhatsApp. Давайте я вот спрошу, есть ли у вас WhatsApp-группа для тех, кто ищет работу в промышленности? Замечательный вопрос. Не секрет, что WhatsApp очень популярен в Якутии, но это больше, наверное, по инициативам самих граждан происходит. Да? С Госкомзанятости мы уже сегодня обсудим, такую группу надо обязательно создать. И вот еще. Ярмарка молодежная, а могу ли я найти какую-то вакансию, если мне больше 60 лет? Если есть желание работать, вот и законодательством, и в рамках наших компаний ограничений нет. Специалист, профессионал, он будет всегда востребован в любом возрасте. Главное написать резюме. Несомненно. Даже, наверное, завтра просто спросить специалистов конкретных компаний, у нас расписано по времени, да, то есть спросить, у меня такое желание устроиться, куда позвонить, устроить, все ответят всегда, пожалуйста. Ну что ж, глава республики Арсений Николаев, открывая сегодня ярмарку, говорил о том, что в республике действуют различные программы для трудоустройства молодежи. Давайте узнаем подробности. Молодым якутянам, которые составляют 35% экономически активного населения республики, нужна достойная работа. Мы делаем много, чтобы трудоустройство молодых специалистов было действительно делом государственным. Принят соответствующий закон о квотировании рабочих мест для молодых специалистов.
Налажено межведомственное сотрудничество по содействию выпускников СУЗов и вузов Якутии, в котором активно участвуют республиканские и федеральные структуры. С 2016 года действует молодежная биржа труда «Импульс». Я искренне благодарен нашим крупным компаниям, действующим на территории республики, за их заинтересованность в подготовке и в подборе кадров из числа якутян. С каждым годом растет число компаний, партнеров проекта «Местные кадры в промышленности». Повсеместно на предприятиях внедряется система стажировок для молодых специалистов. На сегодня, с начала проекта в 2017 году, на самых передовых предприятиях уже устроилось свыше 25 тысяч жителей республики. Ну что ж, к нам подключились уже гости. Я попрошу, Максим Викторович, представить, пожалуйста, наших сегодняшних гостей. Начнем с компании «Колмар». Заместитель генерального директора по персоналу Вадим Владимирович Клафос. Продолжаем. Компания «Полиметалл». Заместитель директора по персоналу и социальным вопросам якутского филиала Наталья Валерьевна Чепурнова. И, конечно же, заместитель генерального директора ПАО «ЕТЭК» – это Сергей Викторович Голованов. Встречайте. Ну что ж, а я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос участникам эфира можно прямо сейчас по телефону нашей студии 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну, давайте начнем тогда мы сами пока. Сколько человек ваша компания трудоустроила в период пандемии? Пожалуйста, по порядку. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, уважаемые соискатели. Ну, прежде всего, хочется поблагодарить правительство республики, главу Арсена Сергеевича Николаева, площадку Якутия-24 за предоставленную возможность позиционировать наше предприятие в таком формате, за ту конструктивную работу, которую мы совместно с вами делаем, и вы в этом очень сильно нам помогаете в поиске кадров, квалифицированных кадров для нашей компании. Итак, не буду затягивать, отвечу на вопрос. В 2020 году компания «Колмар» устроила, несмотря на те условия пандемии, 2035 человек. Компания постоянно развивается, компания планирует трудоустроить еще много людей. И в этом году ждем вас всех на нашей территории. Будем рады видеть. Спасибо большое. Наталья Валерьевна. Наталья Валерьевна, как у вас? Уважаемые телезрители, также присоединяюсь к словам благодарности, сказанных Вадимом Владимировичем. Отмечу, что предприятие наше, конечно, не принимает по 2000 человек. Если считать начало пандемии апрель 2020 года, то с этого времени на предприятие группы компаний «Полиметалл» в Якутии принято 245 человек. Самый важный этап развития одного из наших предприятий – это Южно-Верхоянская горнодобывающая компания. Именно запуск обогатительной фабрики запланирован у нас на сентябрь-август 2021 года. Угу. Вот Спасибо тогда большое. И начнется динамика по приему, да? Да, и теперь, Сергей Викторович, к вам тот же вопрос. Сколько обычно трудоустраиваете и сколько вы трудоустроили в 2020 году? Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, уважаемые коллеги. Мы в течение 2020 года наняли 160 человек. И в общем и целом можем сказать, что темпы будут только наращиваться. Да. Причем я у компании отмечу, у них будет реализовываться крупный инвестиционный проект, он охватит несколько районов, и рабочие места появятся уже не только в привычном месте базирования ЕТЭКа, правильно? А в каких еще районах? Да, корректно. Даже вплоть, поскольку это до Хабаровского края. Не так давно мы выиграли тендер на разработку 3 лицензионных участков, и, конечно, подразумеваем, что и наши производственные площадки, и сопутствующие мощности будут только развиваться. Не зря у нас мероприятие «Траектория» показывает и перспективы в том числе. Ага, то есть можно будет уехать и
в другой регион? Конечно. Вот я думаю, сегодня о зарплатах поговорят. Вот нефтегазовая отрасль, горнорудная, одни из самых высокооплачиваемых не только в Якутии, по всей стране. А вот пусть сейчас расскажут, какие у них есть вакансии и какая средняя зарплата. Да. Вадим Владимирович, пожалуйста. Ну, спасибо. Да, компания «Колмар» требуется сейчас для трудоустройства высококвалифицированные и просто талантливые, способные люди, желающие работать в компании и развиваться. Ключевыми для нас профессиями сейчас являются электрослесарь подземный, уровень заработной платы 110 тысяч рублей, горнорабочий подземный 60 тысяч рублей, машинисты горновыемочных машин 110, курные мастера, такая же самая заработная плата, электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудования в размере 65-70 тысяч, слесари КИП 85, машинисты конвейеров 65 тысяч. Ну, вот это те ключевые профессии. Вы более подробно можете каждый ознакомиться на сайте компании, где выложены все вакантные и рабочие места, и должности специалистов в том числе. Не против, я прокомментирую? Да, конечно. Кстати, очень важный момент, который стоило бы добавить, да, что работники, в частности, в вашей компании будут работать на самом современном оборудовании. Только введены буквально новые объекты, то есть любо-дорого посмотреть, да, это совсем другая история, когда ты работаешь на высокопроизводительных рабочих местах. А обучение будет Спасибо какое-то? за ремарку, Алексей Викторович. Это действительно так. У нас самая передовая техника, самая передовая технология. И любой человек, желающий покататься на шахтном Мерседесе компании поставщиков оборудования «Сандвик», ну, я имею в виду утрированно Мерседес, компании «Сандвик», «Джой», ключевых передовых компаний могут прийти к нам, выучиться и начать работу в нашей компании. Спасибо. Давайте следующий. Так, тогда, Наталья Валерьевна, у вас и на сегодня есть рабочие места, да, но предстоит к реализации новый проект. Пожалуйста, прокомментируйте. Я думаю, многим будет интересно услышать. Да, как я уже отметила, в 2021 году в эксплуатацию вводится обогатительная фабрика, и только на участке Нежданинский под фабрику, на фабрику на саму вводится более 300 штатных единиц. Только за первые 3-4 месяца этого года мы должны заполнить 130 вакансий. Сейчас уже этим занимаемся. Что если говорить про заработные платы, то заработные платы рабочих варьируются от 90 до 140-150 тысяч за месяц вахты. Если мы возьмем такие профессии, как флотатор, сушильщик, это где-то 145 тысяч за месяц вахты. Машинист конвейера тоже в этих же пределах 140. Соответственно, все вакансии ИТР, они уже более высокооплачиваемые. Есть, конечно, уникальные профессии, которые уже оговариваются индивидуально по заработной плате. Кстати, у Полиметалла очень современный вахтовый поселок, об этом тоже стоит сказать, да, что человек, приезжая на вахту, он оказывается действительно в комфортных условиях. Я помню, вы связывали общежития между собой блоками, что человеку, находясь внутри, не надо перемещаться на улицу в наших условиях, да, когда он находится на отдыхе после работы. Так что я думаю, просто многим будет приятно сравнить с другими регионами, в том числе и то, что есть у нас. То есть у нас условия, конечно, несомненно, хорошие и комфортные. Наталья Валерьевна, это так? Да, добавлю, что к вашим словам, что каждый из наших вахтовых поселков не просто благоустроен, мы еще и стараемся придерживаться стандарта бытовых условий, созданных компанией. Как вы говорите, это комфортабельные места, это оборудованные места отдыха, спортзалы. Обязательно в условиях Крайнего Севера это все должно быть соединено теплой галереей. Мы следим за качеством питания, проводим ежемесячный опрос всех сотрудников по качеству предоставляемых бытовых услуг, клининговых, кейтеринговых. И на основании этой оценки, естественно, делаем выводы и все время стараемся улучшить пребывание на вахтовом поселке.
Спасибо, Наталья Валерьевна. Ну, и наверное, тот же вопрос следующему Да, гостю про вакансии, про последнюю зарплату. Сергей Викторович, Да, спасибо. В данный момент мы готовы заявить около 30 вакансий. Ну, наверное, не буду здесь, скажем так, суперинновационным. Нам, безусловно, нужны кандидаты на инженерно-технические позиции, на производственные вакансии. Наше производство планирует расширяться. Это операторы технологических установок, это обслуживающий персонал, это персонал в службу главного инженера, это персонал в департамент логистики. Вот. Если посмотреть на ключевые такие позиции, которые мы готовы представить на траектории карьеры, это машинист по ПДУ 5 разряда от 115 тысяч рублей, слесарь 6 разряда до 100 тысяч рублей, токарь-многостаночник 5-6 разряда там, до 80 тысяч рублей и так далее. И поддержу коллег. Вакансии у нас обновляются регулярно на нашем сайте etec.ru и в социальных сетях. То есть мы стараемся держать такой контент, чтобы люди понимали наши вакансии. Сергей Викторович, а вы не сказали очень тоже важный момент, когда думают, мы приедем, а где будем жить? И вот на кадрах, к сожалению, не было. Вы строили деревянные дома. Тоже, наверное, важно, да? К сожалению, нет. Но могу сказать, что компания с достаточно серьезными усилиями взялась за благоустройство поселка Кысыл-Сыр. У нас существует наш внутренний проект, он называется «Красная горка». Мы строим коттеджи для наших сотрудников. В прошлом строительном сезоне, летом, мы закончили, соответственно, первую очередь, сдали 10 коттеджей. Ну и у компании, конечно, есть планы по расширению. Вторую очередь и, в общем-то, и так далее. Спасибо. Нам уже приходят вопросы на WhatsApp. Здравствуйте, на какой сайт можно отправить заявку на вакансии? Нас интересует работа вахтовым методом на гусеничной и колесной тракторной технике или строительство дорог. Работа всем, работа в России. Еще раз в Государственный комитет занятости населения. И приглашаю завтра принять участие в нашей как раз траектории, да, карьеры, где прямо можно будет конкретной компании, вот они скажут и адреса, и телефоны, WhatsApp, куда можно будет прямо адресно переслать свою заявку, свое резюме. Вот тут здравствуйте, экономист-мужчина, 39 лет, холост, в Якутске квартира есть, коммуникабельный, способный. Образование высшее, я его мама, очень хочу, чтобы он работал на пользу нашей республики. Если мама взялась за дело, я думаю, все будет нормально. Приглашаем завтра, ждем в 11 часов. Вот. И еще такой вопрос. Нужно ли сдавать анализы на ковид? Нужна ли справка перед тем, как трудоустроиться? Наверное, это нашим гостям. Конечно. Наталья Валерьевна, по поводу запроса справки, пожалуйста. Ну, скажу, что при приеме на работу справки на ковид мы не требуем. Но при заезде на вахту все сотрудники обязаны проходить обсервацию в 14-дневный срок. При этом за этот период 14-дневный у них дважды берут тест на ковид. И на поселок на вахтовый, конечно, никто без данного анализа не заедет. Отмечу, что это, естественно, все за счет компании. Сергей Викторович, а у вас как с этим обстоит дело? Но у нас нет такого большого количества вахтенного персонала. Хотелось бы отметить, что ПАО «Етек» практически 92% персонала – это граждане Республики Саха-Якутия. Да, и, безусловно, да, вахтенный персонал у нас справку от ковида мы требуем. Кстати, спасибо за комментарий. О 92% местных сотрудников – это для тех, кто говорит, а кто же работает на наших предприятиях. Вот работают наши люди. Вадим Владимирович, как у вас обстоит дело по запросу справки о ковид? Компания «Тумар» действует в рамках тех требований, которые предъявляются предприятиям, бизнесу в условиях пандемии. Мы поступаем точно так же, как поступают наши коллеги, которые уже озвучили. Не буду занимать эфирное время. Да, вахта у нас сдает, остальные граждане
Российской Федерации не проходят такой анализ. Если люди приезжают из отпуска из ближнего зарубежья, предположим, да, то такие анализы, конечно же, мы берем и проходим тот же самый период обсервации. Я думаю, Спасибо. исчерпывающий ответ. Да, да, следующий вопрос такой. Смотрите, вы сейчас говорили о том, что большие зарплаты, которые привлекают больше всего всех, но не секрет, что у новичков обычно зарплата меньше. То есть вот вопрос такой к гостям: какой обычно испытательный срок и как от этого зависит зарплата? Хороший вопрос, потому что все всегда, да, говорят, ожидания такие, да, на деле может немножко отличаться, но вот просьба прокомментировать. Сергей Викторович, по компании ЕТЭК, как у вас с этим? Ну, стандартный испытательный срок 3 месяца для любого сотрудника, и компания не снижает уровень заработной платы на входе. То есть мы, в общем-то, стараемся придерживаться тех договоренностей на входе, которые проговаривали с кандидатом. Это не зависит у них от испытательного Нормально срока. взвешенный подход. А следующий? Да, Вадим Владимирович. Да, у нас такой же подход, как у коллег. Единственное, что у нас испытательный срок 2 месяца. Люди получают такую же заработную плату, какую получают коллеги, которые отработали уже какой-то период времени. Испытательный срок больше устанавливается на уровень внутренней дисциплины, на уровень некого профессионализма. Далее компании, наставники помогут освоить быстро и качественно лучшие профессиональные практики. Спасибо. И Наталья Валерьевна. Также, как и у коллег, на входе у нас заработная плата по рабочим специальностям, по крайней мере, точно устанавливается в соответствии со штатным расписанием, и она же прописывается в приглашении на работу каждому сотруднику. Испытательный срок для всех установлен также стандартные 3 месяца. Ну, наверное, кроме тех, кто поименован в статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации, кому испытательный срок не устанавливается. Есть, конечно, исключения по должностям ИТР и руководителей, когда на испытательный срок сразу же изначально оговаривается немножко низшая заработная плата, обычно не более 20% от штатного расписания снижение идет. И тут же в приглашении на работу сразу оговаривается, какая заработная плата будет по итогам испытания. Срок испытания также остается у таких работников не более 3 месяцев. Ну что ж, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, что задать свой вопрос можно по телефону 841 12 42 11 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Алло. Слетел, да, звонок? Ну хорошо, давайте узнаем, какие есть дополнительные социальные гарантии у наших гостей. То есть зарплата зарплаты, бывают же еще плюшки, там, медстраховка, оплата путевок, жилье где-то предоставляют. Проезд, что немаловажно, еще бывает и для членов семьи, да, то есть и путевки. Я думаю, сейчас об этом... Да, давайте, расскажите нам об этом, пожалуйста. Может быть, в этот раз начнем с компании «Полиметалл». Наталья Валерьевна. Да, хорошо. Отмечу, что помимо того, что в компании предоставляются льготы и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом, с февраля 2021 года компания начинает у себя программу добровольного медицинского страхования ДМС. Помимо этого у нас выплачивается материальная помощь при рождении ребенка, при вступлении в брак, в тяжелых случаях. Компенсируются затраты на санаторно-курортное лечение самого работника, на отдых детей в летних лагерях. Также есть программы для пенсионеров, которые увольняются с предприятия, отработали некоторый стаж, им также выплачиваются определенные суммы. При увольнении сотрудника в связи с переездом с районов Крайнего Севера, что здесь актуально, также оплачивается дорога для самого работника, для членов семьи и оплачивается провоз багажа.
И, по-моему, это далеко не Также, полный перечень. как, Да? наверное, у всех и новогодние подарки, и праздники устраиваются для детей. И тем, кто уходит в декрет, в отпуск по беременности и родам, выплачиваются до 1,5 лет исполнения ребенку тоже материальная помощь нашим мамочкам. Спасибо. Напомню, информация о компании «Полиметалл». Компания «ЕТЭК», пожалуйста. Что касается дополнительных социальных гарантий, мы программу ДМС стартовали в прошлом году. Вот, соответственно, мы предоставляем служебное жилье. Как я говорил, у нас в целом не такой широкий, скажем так, спектр вахтовых позиций, да, поэтому мы предоставляем служебное жилье в нашем поселке КССР, это Вилюйский улус. Корпоративный транспорт, доставка персонала, программа скидок на товары и услуг у наших партнеров, развитие, да, то есть мы очень в это вкладываемся, в том числе занятия иностранными языками. Мы поддерживаем спортивные секции, сейчас стартовали секцию кикбоксинга и прорабатываем запуск мотошколы. Ну и, конечно же, те классические вещи, когда мы поддерживаем наших школьников первый раз в 1 класс, подарки на Новый год, к 8 марта, 23 февраля. Да, это все у нас присутствует. Спасибо. Сказали про ДМС, по-моему, да? Про добровольное медицинское страхование. То есть это не ОМС, да. а ДМС. А по ДМСу, по-моему, даже зубы можно лечить. Вот. Я думаю, это как раз, ну, судя, да, по киванию, да, мы понимаем, что так и есть. И компания «Колмар», я прошу даже сделать акцент, да, как правило, у угольщиков принято, что можно и повышать свою квалификацию, работодатель этим занимается. Ну, я думаю, у всех предыдущих то же самое было, да, ну, то есть получить образование, это тоже важно. Пожалуйста, Вадим Владимирович. Да, спасибо, Максим Викторович. Компания «Колмар» всегда находится в состоянии мониторинга рынка льгот и компенсаций среди одноотраслевых компаний, и без всякой скромности можно ответить, что мы являемся передовиками в отрасли. Компания также осуществляет оплату путевок работникам и членам их семей, проезд до места отдыха, к месту отдыха, аренду жилья дефицитникам, дефицитным профессиям, которые я озвучивал ранее, материальная помощь при рождении ребенка, при заключении брака. Индивидуальная помощь также может рассматриваться индивидуальным руководителем по тем или иным случаям, по заболеваниям каким-то, ну и так далее. Да, спасибо, Максим Викторович, что вы отметили именно возможности повышения квалификации, и, что очень немаловажно, компания «Колмар» молодая компания, здесь молодая амбициозная команда, здесь очень хорошая площадка для стартовых позиций именно тем, кто хочет построить эффективную карьеру. У нас очень хороший стартап и хорошие расчетные карьерные траектории. Вы можете тут просто быстро и эффективно при желании и проявлении личной эффективности в труде от рабочего стать на должность руководителя. Также следует отметить, что при приеме на работу компания сейчас осуществляет проекты стипендий. То есть мы осуществляем обучение за средства компании своих неофитов, и в то же время мы выплачиваем стипендию в размере 30 тысяч рублей за теоретическую часть подготовки в учебном заведении. В данном случае это наши ключевые партнеры, Южно-Якутский технологический колледж. Кстати, вот сделан был интересный акцент, когда все думают, да, что дальше, там, ну, приду я сегодня, такая зарплата навсегда или нет. Генеральный директор компании Левин Артем Анатольевич начинал с рабочей профессии. Вот яркий пример местного кадра, который сделал такую карьеру вот у нас в Якутии. Заметная траектория. Заметная траектория, действительно. На WhatsApp пришел вопрос, есть ли вакансии повара и вообще есть ли вакансии для женщин? Ну, я думаю, лучше всех на это ответят наши компании. Наталья Валерьевна, вакансии для женщин?
Ну, я, наверное, отмечу вообще интерес Полиметалла к женщинам в промышленности, так как именно компания Полиметалл включена в такую программу Women and Mining. Есть даже и сайт, и на Фейсбуке. Данная программа подразумевает вовлечение женщин промышленность не просто в качестве поваров, как сейчас сказали, да, а на технические специальности и в том числе на руководящие должности. Компания очень много времени уделяет и женщинам, и их развитию. Есть кадровые группы, которые включают в себя только женщин, развивают их на главного инженера. Предприятия любого промышленного, можем представить, какая там образовательная большая программа идет. Также для студентов выступают наши специалисты с мотивационными тренингами, именно для женщин, привлекая их в промышленность как студентов, так и школьников. И для всех желающих также проводят такие большие образовательные программы, что женщина в промышленности имеет право быть. Только повар. Потому что довольно-таки сложился. Кстати, действительно, это не только повар. Приведу такой больше мужская профессия. Поэтому вакансии для женщин у нас однозначно есть. Женщин мы приветствуем. И, наверное, не только и не столько в качестве поваров, а именно начиная пусть даже с рабочих технических специальностях. Да, наше законодательство не везде позволяет труд женщин. Есть ограничения в этом плане. Но это больше подземные работы, которых у нас, конечно, нет. И у нас большинство из наших вакансий Вернее, мы можем привлекать на большинство из наших вакансий все-таки женщин. Поэтому, женщины, не бойтесь обращаться к нам. Мы всегда вам рады и будем вас развивать. Все-таки приведу пример. Лет 5 назад в Южно-Якутском технологическом колледже лучшим выпускником по сварке была девушка. А тем, кто не знает, каково вам, например, женский экипаж большегрузного самосвала БелАЗ полностью, да, еще раз укомплектован из женщин. Вот вам и слабый пол. Это где? Есть и такие примеры. Некоторые компании проверяют своих кандидатов через службу безопасности. И вот чуть ли не даже на детектор лжи сажают. Такие проверки, говорят, что длятся от нескольких недель до прям 2-3 месяцев. Вот как с этим, интересно, обстоят дела? Компания Колмар, пожалуйста, как вы проверяете своих кандидатов? Кандидатов мы, конечно же, проверяем, но при использовании современных технологий нам вполне достаточно 10 дней и не более для того, чтобы проверить своих кандидатов. А в ЕТЭК как обстоят дела с проверками? До 5 рабочих дней. До 5 рабочих дней. А с женщинами? С женщинами все отлично. Мы точно так же приветствуем женщин на нашем производстве. Но так уж исторически сложилось, коллеги, что лаборатория нашего химического анализа, это контролеры по качеству, да, это вот такой женский труд. Но мы, безусловно, смотрим и на другие позиции. Это и логистика, и транспорт, и складское хозяйство. Женщинам есть где применить свои усилия. Ну, я думаю, все-таки обязательно, поскольку большой интерес. Я вот помню, пару недель назад буквально там 1500 чуть ли кандидатов обратились в Полиметалл. Как у вас дела обстоят с проверками? Долго ли им ждать результатов? Наталья Валерьевна. Ну, первое, то, что сейчас сказали про детекторы лжи, никаких полиграфов в компании не применяется, никаких психологических тестов, которые стали новомодными, но при этом бесполезными, конечно, не применяется. Безусловно, проводится документарная проверка на соответствие требованиям квалификации, наличие удостоверений, допусков и всего остального. Где-то в течение 3-4 дней проверка такая проходит. Но надо отметить то, что люди не думали о том, что он прислал документы, и через 4 дня у него будет ответ. Мы должны понимать о том, что кроме документарной проверки у нас на одну вакансию бывает по нескольку соискателей. И, соответственно, каждый руководитель должен произвести отбор как по документам, так и провести собеседование. Это занимает время, но думаю, что не более 2 недель по каждой вакансии. Ну что ж, спасибо большое. Считается, что в этих компаниях работать престижно. Полиметалл, Колмар, ЕТЭК, но, как мы видим, можно и
с улицы зайти Зайти с улицы и получить достойную работу с достойной заработной платой. Да, время эфира подходит к концу. Озвучите, пожалуйста, еще раз адреса вакансий, вот где ярмарка проходит, работа. Ждем завтра. Ссылка на сайте Министерства промышленности и геологии и в социальных контактах. Ждем завтра в 11 на нашей траектории карьеры. Спасибо, Максим Викторович, что рассказали о ярмарке. Спасибо нашим гостям за подробности, зрителям за вопросы. Надеюсь, что предприятия найдут себе эффективных сотрудников, а люди хорошую стабильную работу. В следующем выпуске уже завтра мы поговорим об удаленке и изменениях в трудовое законодательство. Я Ирина Ефимова и Максим Терещенко. С вами прощаемся. До встречи в эфире.